Без преувеличения, самым главным событием российского масштаба на этой неделе стал первый в истории страны Восточный экономический форум, который сегодня завершился во Владивостоке. На масштабное событие съехались представители бизнеса из 24 стран мира, а также делегации из регионов России. Основная задача форума – привлечение инвестиций и повышение интереса бизнеса к Дальнему Востоку. На форуме активное участие приняла и рабочая группа Якутии во главе с Егором Борисовым. Республика презентовала ряд проектов, подписала десятки соглашений и договоров о сотрудничестве. Все эти дни Восточный экономический форум с места событий освещал мой коллега Влад Давыдов. Остров Русский во Владивостоке на 3 дня превратился в грандиозный мировой бизнес-центр. Для регионов страны это возможность наглядно и предметно представить собственные проекты, договориться о финансировании готовых реальных идей для развития своих субъектов и страны в целом. Ну а для бизнеса это потенциально успешное вложение инвестиций при выигрышных условиях для обеих сторон. Направления разнообразные – промышленность, нефть, газ, лесопереработка, инновации, строительство и многое другое, что касается масштабного и комплексного развития территорий. Официально работу форума накануне открыл глава страны Владимир Путин. Президент сказал, что на Дальнем Востоке Россия предлагает потенциальным бизнес-партнерам эксклюзивные возможности и преференции. И будем и дальше работать вместе с инвесторами по стимулированию проектов, реализуемых на Дальнем Востоке. Президентом территории опережающего развития предоставляются особые условия для организации новых производств, льготные налоговые режимы, меры административной поддержки, содействие в развитии инфраструктуры. На Дальнем Востоке создано уже 9 таких территорий в республике Саха-Якутия, Приморском, Хабаровском краях, Амурской области, на Чукотке и на Камчатке. В планах организация таких площадок на островах Русский и Большой Уссурийский, в других регионах Дальнего Востока. И партнеры тоже это понимают. Крупные вложения в торы при благоприятных для бизнеса условиях практически беспроигрышный вариант для инвесторов. Так, одним из первых больших договоренностей на форуме стало соглашение Минвосток-развития страны о сотрудничестве по проекту производства самолетов с китайскими крупными компаниями. Речь идет о марке самолетов MA-600. Производство планируется организовать на территории опережающего развития Комсомольск в Хабаровском крае. Предварительный объем инвестиций оценивается в $100 миллионов. Мощность производства составит более 50 самолетов в год. И именно режим территории опережающего развития заинтересовал наших китайских партнеров для того, чтобы разместить на территории Дальнего Востока, в Комсомольске-на-Амуре, индустриальный парк и производство самолетов. Позитивные ожидания, связанные с территорией опережающего развития Кангаласы. Якутский проект совсем недавно получил статус ТОРа. Напомню, что в индустриальном парке Кангаласы будут размещены успешные резиденты технопарка Якутия и наладят там промышленное производство. Как отметили работники Минвосток-развития, наш ТОР, он самый, скажем так, большой стадии готовности и начал уже строительство. Мы первые начали строительство первого завода. Я думаю, мы первые ведем эксплуатацию завод. И, соответственно, ввиду того, что мы единственный ТОР, который поддерживает малый и средний бизнес, то есть небольшие у нас проекты, у нас, я думаю, реализация проекта будет гораздо быстрее. Если остановиться на работе Якутии на форуме, то республика привезла презентовать 2 десятка проектов, в основном в агропромышленной, ресурсной, инновационной и туристической сферах. Основным и, вероятно, самым дорогим проектом Якутии, который также волнует большинство якутян, можно назвать проект возведения моста через реку Лену. Данный проект якутская делегация презентовала бизнесменам из Китая. Конечно, это было, по сути, первое такое представление от первого лица этого проекта, и поэтому возникли и вопросы в отношении того, на каких условиях может быть реализован этот проект, каковы возможности и какие гарантии будут предоставлены со стороны Российской Федерации, какие сроки может быть организована оплата, то есть финансирование со стороны правительства Российской Федерации. Поэтому в этом смысле я считаю, что площадка Восточного экономического форума оказалась очень благоприятной для того, чтобы продолжить обсуждение, консультации с потенциальными китайскими партнерами в вопросах строительства моста.
Помимо моста через Лену, один из главных проектов Якутии на форуме – это проект строительства свинокомплекса на 50 тысяч голов в Нижнем Бестяхе Мегино-Кангаласского района. По этому вопросу глава республики в преддверии форума посетил агропромышленные объекты Приморья. Я вчера посетил одно агропромышленное предприятие, которое сегодня создает очень большое производство на Дальнем Востоке. В частности, в Приморском крае они будут создавать свинокомплекс на 540 тысяч голов. Они же создают, уже практически реализуют проект на 120 тысяч голов в Сахалинской области. И мы с ними ведем переговоры, чтобы создать комплекс именно по выращиванию свинины в районе Мегино-Кангаласского, в частности, на 52 тысячи голов. И ведем переговоры. Я непосредственно познакомился с производством. Мне понравилось то, что они ведут эту работу комплексно. Для Республики Саха-Якутия это будет выгодно с точки зрения не только производства мяса, но с точки зрения привлечения в это хозяйство наших зерновых хозяйств. Кроме участия в ключевых сессиях форума и презентации своих проектов, делегация республики во главе с Егором Борисовым за первые дни работы подписала 7 разных соглашений с крупными компаниями, также федеральными ведомствами, в том числе с Ростуризмом и Росрыболовством. Очень большое значение имеет, товарищи, это соглашение для Якутии. Якутия рыболовная республика, но при этом развитие еще не заложено. Поэтому сегодня подписанием этого соглашения мы надеемся, что рыболовство, рыборазведение будет развиваться в Якутии. Сегодня алмазы, золото, все это, конечно, является очень привлекательным для туристов. Тем более у нас экстремальный туризм может при минус 60 градусов зимы или плюс 40 градусов жары летом и зимой можно привлечь внимание. Поэтому сегодня вот этот план мероприятий для нас является ориентиром конкретных действий. Исключительно богатая республика, богатая и теплотой людей, которые живут в Якутии, и, конечно же, природными богатствами. Действительно невероятная республика, крупнейшая по площади в Российской Федерации и обладающая уникальными условиями для развития туризма, причем различных видов туризма. И я считаю, что наша общая задача и Федерального агентства по туризму, и, конечно же, руководства республики этот гигантский невероятный потенциал реализовать с тем, чтобы и российские туристы, и иностранные туристы приезжали в как можно большем количестве и могли наблюдать и пользоваться теми богатствами, которые имеются в республике. Спасибо. Спасибо. Также Якутия подписала соглашение с РАО ЕС «Востока». Сегодня уже с учетом того, что мы подписали с госпожой Камай и с РАО ЕС «Востока» с Сергеем Николаевичем Толстогузовым, мы уже будем работать по ветряным конструкциям. В частности, речь идет об установке ветряных установок в Булунском районе, в районе поселка Тикси. Вот этот проект, который будет реализовываться в районе поселка Тикси, в основу которого легло вот в это соглашение, он в своем роде уникальный. Вот конкретно могу сказать, что вот здесь будет использованы накопители электроэнергии. По сути, это наиболее эффективная будет схема полностью установки, которая позволяет в полной мере использовать ту мощность энергетическую, которая может нам поставить ветер, солнце, ну и так далее. Это действительно достаточно технологичный и инновационный проект. И другие руководители федеральных ведомств, а именно Рослесхоза и Фонда развития Дальнего Востока, также высказываются о стратегической важности подписанных с Якутией соглашений. Сейчас перед нами стоит большая задача по вовлечению лесов республики в хозяйственный оборот. Сегодня к лесам есть интерес со стороны партнеров из Китайской Народной Республики, из Республики Корея. Сдерживает использование лесных ресурсов слабая развитость инфраструктуры, то есть отсутствие лесных дорог. С одной стороны. С другой стороны, конечно, инвестиционная привлекательность лесных участков, она связана с повышением степени известности данных у лесных ресурсов именно лесоустройства. Эти проблемы мы с Егором Афанасьевичем уже неоднократно обсуждали. Я думаю, что мы найдем решение
решение помочь и в области лесоустройства, лесоустраивать те лесные участки, которые представляют наибольший инвестиционный интерес для потенциальных инвесторов, которые будут развивать заготовки и деревообработку. Конечно, фонду необходим такой местный партнер, который знает проекты, знает инициаторов, знает их мобильные телефоны, вместе с которым мы можем проводить комплексную экспертизу проектов, вместе с которым мы можем снимать риски, структурировать участие фонда в проектах таким образом, чтобы выполнялись требования по возвратности и доходности средств фонда. А тот факт, что вместе с нами будет в этих проектах участвовать финансово корпорация развития Якутии, это же означает еще и то, что якутский бюджет, якутские налогоплательщики будут выигрывать от качественно проинвестированных денег, поскольку эти деньги также будут возвращаться с доходностью. На третий день форума глава республики принял участие в заседании губернаторов Дальнего Востока и представителей Северо-Востока Китая. Речь шла об оказании содействия инвесторам в реализации проектов, проблемах агропромышленного комплекса, о развитии двустороннего туризма и многом другом. Та позиция, которая сегодня выбрана руководством республики, поддержкой предпринимательства именно по их инициативам, сегодня здесь работа очень большая ведется. В результате мы видим конкретные итоги. Сегодня активность есть, люди стремятся к предпринимательству. Мы понимаем, что это решение не только экономической задачи, но это и социальной, потому что речь идет об обеспечении самозанятости. Но и здесь же вопрос поднимался и по инвестициям. Республика сегодня занимает свое достойное передовое место на Дальнем Востоке. Мы по привлечению инвестиций имеем большой объем, и при этом на душу человека, и по показателям экономики, и по инвестициям входим в шестерку первых регионов Российской Федерации. А помимо деловой части была организована и обширная культурная программа. Свою яркую экспозицию развернула и Якутия. Творческие коллективы республики, певцы, танцоры и артисты выступили с должным традиционным национальным колоритом. Мы представили программу, которая проходит как на сцене, так и на так называемой якутской усадьбе. Представлена и традиционная культура. У нас есть отдельный большой блок, посвященный культуре народа Саха. Также есть блок, посвященный культуре северных наших народов. И, конечно, мы представляем профессиональное искусство, чем мы очень гордимся. Это государственный ансамбль скрипачей-виртуозы Якутии, солисты Государственного театра оперы и балета. Внимание гостей и участников обратила на себя и голливудская звезда Памела Андерсон. Она приезжала для участия в благотворительном аукционе в поддержку экологических проектов на форуме. Восточный экономический форум завершает свою работу. По предварительным данным, на площадках ВЭФ презентованы 250 проектов на общую сумму в 3 триллиона рублей. Эксперты уверены, если максимально раскрыть экономический потенциал каждого региона России, то в стране могут появиться сотни тысяч рабочих мест, а поступление в бюджет России составит 4 триллиона рублей. Ну а что касается Якутии, то благодаря проведенным переговорам и договоренностям есть продвижение по проекту строительства моста через Лену, а также уже подтвержденная реализация конкретных проектов по энергетике, туризму, строительству и инновациям. По перечню остальных немаловажных для республики проектов будут вестись дальнейшие переговоры. Влад Давыдов, Стас Михайлов из Владивостока специально для программы «Якутия. День за днем».